Зампред правительства России Александр Новак провел пленарное заседание Кавказского инвестиционного форума «Образ СКФО» в 2036 году. Участие в нем принял глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов и президент группы «Сафмар» Микаил Гуцериев. Участники форума обсудили перспективы развития СКФО в ближайшие 11 лет и включая реализацию долгосрочных инвестиционных проектов, внедрение передовых технологий и создание современной инфраструктуры. Микаил Гуцериев рассказал о работе, которая проводится в Ингушетии группой «Сафмар». Так, в республике при поддержке мецената восстановят более 500 башенных комплексов, которые включают около 2800 исторических башен. Более 100 башен уже восстановлены. Для реализации этого проекта создана специальная школа камнетесов в Джейрахском районе, в которой готовят специалистов. В настоящее время в проекте задействованы 5 компаний. Гуцериев также рассказал о развитии IT-сферы. Благодаря инициативе Махмуда Али Калиматова группой «Сафмар» в республике открыта Академия цифрового развития, на базе которой уже второй год работает школа 21. Образовательное пространство открывает многим людям интересный мир программирования, дает ключи к обладанию фундаментальными знаниями в сфере цифрового развития. Академии цифрового развития. Мы, спасибо Герману Оскаровичу Грефу, спасибо Сберегательному банку России, построили. Я на Сбербанк в зале, начали сразу хлопать. Это правда. Спасибо за поддержку в Ингушетии. Спасибо Махмуду Али Макшарибовичу Калиматову. При его поддержке построили Академию цифрового развития в Ингушетии. Это благотворительный проект. Это некоммерческий проект. Школа 21 стала успешно работать. Мы приняли первый из 15 тысяч желающих. Первый бассейн прошло 2000 отборочный, из 2500 программистов начало обучаться. Уже первые 28 поехали на стажировку. За год 20 ушли уже работать заранее, взяли уже крупные компании их себе. Надеюсь, к следующему году мы получим первые 500 программистов. И так каждые 2 года по 500 человек. Понимая, что это вопрос... Понимая, что программистам надо где-то работать, мы создали школу «Бизнес-акселератор», то есть начали обучать первые 500 предпринимателей, которые занимаются IT-проектами, хотят заниматься, мы начали учить их, как этим надо заниматься. Налоговую систему, упрощенная система регистрации, привлечение дешевых инвестиций, привлечение партнеров. Если у тебя есть мозги, найди человека, у которого есть деньги и готов с тобой рисковать твоими мозгами. Первые 500. Рост компании. 35 компаний мы начали учить, уже первая бизнес-школа. Это дополнительная школа номер 21. Мы начали обучать, как создавать рост компании, как создавать карьерный рост, как учить, как себя преподносить, как так, чтобы замотивировать людей, чтобы тобой были заинтересованы твоими разработками и твоими интересами. Заинтересовать. Академия, создала уже лабораторию робототехники свою. Свои образовательные проекты, которые впервые начали они продавать, образовательные проекты, и зарабатывать на этом деньги. Таким образом, мы ожидаем к концу следующего года первые 400-500 программистов в Ингушетии выйдут на рынок. То есть молодежь надо учить, и они быстро схватывают, быстро принимают. Они не жадные до денег, они жадные до знаний. И надо это стимулировать. Вот яркие примеры на точечные, такие точки роста, я вижу их, и я понимаю, что мы идем правильно. Также на площадках форума днем ранее подвели итоги конкурса «Хакатон». Команда программистов из Магаса заняла 2-е место в «Хакатоне» в рамках Кавказского инвестиционного форума. Впервые выступая на выездном соревновании, ребята из Академии цифрового развития и школы 21 показали настоящий класс, уступив лишь опытной команде из РУДН. «Хакатон» был посвящен цифровым инициативам в сфере туризма, и участие в нем приняли 12 сильнейших команд со всей России. Представляли на молодежном дне, на хакатоне инновационных проектов, проект следующего характера. Это большая цифровая экосистема, объединяющая в себе такие технологии, как искусственный интеллект, дополненная реальность, контент-модуль и многие другие дополнительные модули. Это масштабируемая платформа, которая объединяет и централизует управление
туризмом, в целом взаимодействие с туризмом. Для туриста это единая и качественная платформа для получения информации, для бронирований, поиска гидов, поиска достопримечательностей, мест для общепита и так далее. А для администрации регионов это в первую очередь бесплатный маркетинг органичный и, естественно, аналитика турпотока в течение тех или иных периодов времени. Это полезно и выгодно как для частных бизнесменов, так и для туристов, так и для администрации регионов. Каждый получает определенную выгоду. Турист, как я уже говорил, единую платформу, администрации бесконечный турпоток и маркетинг, а частные бизнесмены, естественно, рекламу, распространение и продвижение в рамках платформы. В команде 7 человек. Вообще узнали о том, что мы участвуем за пару недель, но задание на хакатон получили за пару дней. Буквально за 5-6 дней мы уже построили готовую модель нашей платформы, нашей экосистемы. В команде 7 человек, абсолютно разных специальностей. Я являюсь разработчиком мобильным. У нас есть и аналитики бизнес-систем, и тестировщики, и разработчики. Вот. В целом за пару дней удалось сделать готовый продукт, вернее проект, готовую идею, все это собрать, скомпоновать, или как это сказать. Вот. И в целом мы были готовы сегодня выступить, защитить свой проект.